Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Начиная с 2019 года в законодательстве нашей страны появилось понятие «социальное предпринимательство». Так называют бизнес-проекты, которые направлены на достижение общественно полезных целей и решение проблем граждан. На реализацию подобных планов государство готово выделять деньги. И сегодня с моими гостями Андреем Сосновским, заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, и специалистом отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества этого же министерства, федеральным и региональным экспертом Росмолодежи по социальному проектированию Дмитрием Куприяновым. Поговорим о том, кому можно рассчитывать на грантовую поддержку, а также как получить гранты и на что их можно потратить. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с того, что такое вообще гранты и кто их выделяет, и кто, самое главное, кто на них может рассчитывать. Претендовать, скажем, Да. не рассчитывать, а претендовать. Здравствуйте. Ну, на самом деле есть несколько видов грантов, если мы говорим по территории их распространения. Естественно, есть региональные виды. Это гранты главы Республики Саха-Якутия, которые вот буквально недавно завершились, и где было подано рекордное количество заявок. Он проводится исключительно для некоммерческих организаций. Есть федеральные гранты, фонд президентских грантов, который тоже акцентирует свое внимание только для НКО. И есть фонд культурных инициатив, который рассчитан на более широкий круг заявителей. Это и индивидуальные предприниматели, и коммерческие организации могут подаваться, и даже бюджетные учреждения, за исключением казенных. Ну, естественно, есть наша любимая Росмолодежь, которая ориентирована на молодых людей, физических лиц. Угу. И есть еще Институт развития интернета, я знаю. Они Да, тоже, и тоже частные гранты. фонды, такие как фонд Потанина, Гордеевой, которые тоже являются крупными, уважаемыми, и у них есть свои тематические конкурсы. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моим гостям можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну вот про физические лица хочется подробнее. Как можно оформить грант на физлицо и на какие цели вообще? Тут, я думаю, у нас живой эксперт есть. Видите, тут есть несколько моментов. Как уже сказали ранее, есть несколько грантовых конкурсов. В частности, во всяком случае, мы представляем, например, грантовый конкурс Росмолодежи. Буквально сегодня, 1,5 часа назад, закончился прием заявок на всероссийский конкурс молодежных проектов. Подача достаточно простая. Надо зайти на портал непосредственно гранта-оператора, как мы их называем. Это тех, кто раздает эти самые гранты, где можно принять участие в конкурсе. И заполнить непосредственно заявку. Обучающие материалы, там, как это заполнить, есть как и у нас в министерстве, так и у них на сайтах. И, ну, на самом деле, если прочитать, это не так сложно, как кажется. Просто надо подать очень хорошую идею и непосредственно обосновать, насколько это все необходимо и насколько этот бюджет реалистичен. А вот как вообще, что чаще бывает? Чаще пишут проекты специально под грант или легче получить грант на уже существующий проект? Или это по-разному зависит от Это по-разному, самого и, наверное, гранта? зависит еще от масштаба и от того, какие у вас запросы. То есть, естественно, когда к нам приходят люди, которые не участвовали в грантовых конкурсах, например, в Росмолодежи в этом году лимит был 1 миллион. Да. То есть физическое лицо, молодежь от 14 до 35 лет может подать заявку максимум на 1 миллион. В федеральных конкурсах и у региональных конкурсов лимиты крупнее. Но это не значит, что вы новичок и можете заявиться сразу на 3 миллиона или на 5 миллионов. Там есть ряд оценки, видов оценки, вернее, есть ряд критериев, и новичкам всегда советуют в районе 500 тысяч подавать заявку. При этом, если у вас уже существует работающий проект, который, возможно, в силу социальной, что тоже важно, не коммерческий, но социальный. И Ну, давайте оговоримся сразу, да, что все гранты, они направлены именно На на решение решение социальных социальных проблем, да, на социальные проблемы. Если у вас есть такой проект, возможно, он в силу тех или иных обстоятельств лишился спонсорской какой-то помощи, благотворительности, вы решили его подать на грант, тогда, конечно, у вас будут более высокие шансы, потому что вы уже покажете историю проекта, вы уже, естественно, более подробно пропишете все механизмы деятельности проекта, которые там уже есть. Поэтому, конечно, проекты с историей, они могут запрашивать большее софинансирование. Ну, у них имеется соответствующий кредит, определенное доверие со стороны гранта-оператора, как человека дающего. И тут, конечно, всегда удобнее, когда есть у организации определенная история, и
И понятно, что этот человек умеет обращаться с крупными средствами, понимает, что такое реализация социальных проектов, и, конечно же, есть большой процент доверия к нему. Мгм. Но я правильно понимаю, что нельзя один и тот же проект подавать там на один и тот же грант? Ну, как сказать? В смысле, если он уже выигрывал? Вот если он, да, вот это важно, если он уже выиграл, потому что даты конкурсов у нас, как правило, иногда совпадают. То есть жизненные бывает ситуация, когда люди подают один и тот же проект и на региональный конкурс, и на федеральный конкурс. Это не возбраняется. Это, ну, это невозможно отследить физически. То есть мы говорим, что это не очень хорошо, потому что в случае, если вы победите и там, вам придется выбирать, как бы, где получать финансирование. Вот, потому что вы не сможете, как говорится, дважды отчитаться по одному и тому же проекту. А любые деньги – это, естественно, отчетность по ним. Но вопрос именно продолжения проекта из Да. года в год. Да, да, да. Например, вот в прошлом году я Ну вот отстраивал у меня детскую какой-то площадку, и в этом социальный году я проект, я не знаю, парикмахерская социальная, да, вот я выиграла грант, там Успешно реализовались, запустилась, да, и на следующий год хочу опять грант на эту же парикмахерскую, нет? Ну, почему? Это возможно? Ну, мы обычно в таких случаях советуем, что вы можете его сделать как продолжающуюся историю. То есть вы в первом проекте упаковали свой грант как создание самой парикмахерской, то есть покупка инвентаря и так далее. Следующая ваша стадия – это, возможно, либо какое-то развитие, то есть вы больше охватываете благополучателей, либо, возможно, там уже делаете, например, выезды на дом к тем, к маломобильным группам населения, которые сами не могут прийти к вам в парикмахерскую. Ну, то есть Да, развитие. все У равно проекта должно быть развитие, должно Да, быть да, изменение какое-то. Да, да. Понятно. Я просто вспомнила вот эту историю с социальной столовой, А, которая... Но там, видите, там есть определенный вектор развития, они расширяются чисто количеством благополучателей, и это тот слой населения, та целевая группа, которая, ну, проблема которой она всегда есть, и она всегда актуальна. И тут невозможно отследить, что вот то есть в течение года работа ведется одними и теми же, а в следующий год это будет вестись, например, с теми же. Ситуации постоянно меняются, и тут, конечно же, и актуальность повестки играет определенную роль. Мгм. Ну вот, кстати, вы помогаете как-то с упаковкой идеи, вот докручивать ее? Да, как-то? на самом деле мы всегда говорим, что наше министерство открыто для взаимодействия, мы всем даем наши телефоны, и к нам люди приходят на личный прием, мы им помогаем, у нас есть специалисты с необходимыми навыками, и, ну, это на самом деле большая, кропотливая, трудоемкая работа. При этом у нас есть и ресурсные центры в городе и в районах, с которыми мы также взаимодействуем. Мы можем направить также для консультаций туда. У нас есть 7 в Якутске крупных ресурсов, которые хотят охватить всю республику так или иначе. Есть 20 районов муниципальных образований, где есть свои ресурсные центры. Поэтому мы со всеми ними взаимодействуем и консультируем. Мгм. То есть, в принципе, написать заявку успешную, ничего сложного нету? Ну, зависит еще многое, конечно, от человека. То есть консультация – это не значит, что за тебя напишут заявку. То есть тебя проконсультируют, скажут, что, например, в бюджете надо отражать такие-то статьи, там, страховые взносы, и не забудь, пожалуйста, например, про банковские комиссии, чтобы потом не платить это все из своего кармана, ну и так далее. Вот. Но если ты сам это все нормально не воспримешь и ответственно к этому не подойдешь, то у тебя дело не выйдет. Я думаю, Дмитрий согласится, Да. что вот последний грантовый конкурс, когда у нас за последний день подали 200 заявок, хотя мы всегда говорили, что подавайте заранее. И были люди, к сожалению, которые не успели в последний момент нажать кнопку «подать заявку». Но говорит о том, что некоторые все-таки с ответственностью как-то так не очень хорошо относятся. Нет, тут просто вопрос в том, что в последнее время появилась даже такая, ну не то, что прям профессия, но такая подработка. Люди говорят, я пишу гранты, обращайтесь, значит, ко мне, помогу. За деньги пишут. Где есть спрос, за деньги пишут заявки. Да, где спрос, там всегда есть предложение, Вот, конечно. то есть нужен определенное. специальный человек такой или реально вполне самому? Ну, на мой взгляд, опять же, наверное, все-таки субъективный, для небольшого проекта достаточно, не надо никуда обращаться, то есть, мне кажется, реально выиграть своими силами, просто побывав там, не знаю, на каких-то образовательных мероприятиях нашего министерства, которые мы довольно много проводим, или получив индивидуальную консультацию. Для того, чтобы
Естественно, получить там большую сумму, я сейчас говорю не там о миллионе, а, наверное, по проекте на 5 миллионов и так далее. Вы должны либо сами обладать большим хорошим опытом, ну, либо реально вас должен прямо кто-то конкретно вести, как говорится, целенаправленно к этой цели. Но тут важно понимать еще, что объективно статистика показывает, что те, кто болеет этой проблемой, те, кто в этом разбираются, они так или иначе хорошо напишут проект, потому что основная часть — это, конечно, доказательство актуальности. Ну и тут важно еще понимать, что проект — это всегда про команду. Один человек никогда не вытянет большие проекты, особенно на большие суммы. И если команда слаженная, хорошая, качественно разбирается в этом, и они готовы все вложиться в это дело, то, конечно же, особых проблем в написании проекта, заявки именно на конкурс, это я лично никогда не сталкивался. А консультации специалистов ведущих, они, ну, я лично считаю, всегда нужны, потому что с процессом написания глаз всегда намыливается, образно говоря, и можно упустить определенный момент. И тут всегда объективный взгляд третьих лиц, он, как лично я считаю, всегда нужен. Ну, консультации всегда бесплатные, Да, и у нас, и у консультации всегда ресурсных бесплатные. центров. Да. Мгм. Ну вот если говорить о крупных грантах, вспоминается сразу фонд президентских грантов, то есть там, безусловно, крупные проекты он Да. поддерживает, масштабные проекты он Да. поддерживает, там ряд направлений, культурные инициативы молодежные проекты тоже, по-моему, есть, или они все в Росмолодежи молодежные? Нет, у фонда президентских грантов также есть направления и по молодежи, и по спорту, и по патриотике. То есть там отражена актуальная повестка дня, потому что у них там разделение идет. Росмолодежь — это больше про физические лица и меньшие суммы. А фонд президентских грантов — это, как вы уже сказали, про крупные проекты только для НКО. А фонд культурных инициатив, как я говорил, это уже больше про широкий круг, про креативную экономику и про культуру. То есть, а у них больше вот такие вот, скажем так, разделения благополучателей. Вот, нет, я-то просто Ага. веду к тому, что Якутия в лице вашего министерства отмечена благодарностью этого фонда, тогдашнего гендиректора Ильи Чекалина, как один из лучших субъектов в стране по государственной поддержке социально ориентированных Да. некоммерческих организаций. Вот подробнее расскажите, когда это было, Ну, за что это было? Мы очень горды, что мы вошли в топ регионов. Это был такой топ-6. Отмечено было только 6 регионов этими благодарностями. Вот. И это на самом деле большое достижение, потому что мы везде, конечно, говорим, что мы первые по ДВФО, мы лидируем по Дальнему Востоку, но всегда интересно смотреть, как ты смотришься в общем срезе по всей России. Потому что, ну, не будем, наверное, скрывать, что у всех разные возможности, и логистические возможности, и транспортные. То есть, если мы к себе привозим какого-то федерального спикера-эксперта, это намного дороже, это целое событие. А если мы еще его ввозим в какие-то районы республики, это надо и с переправы это все посмотреть и так далее. В общем, ну, целая своя история. Там, в Центральной России, конечно, все это проще делается, как-то более мобильно. Вот. Поэтому мы на самом деле гордимся этим. Это было вот, ну как сказать, совсем недавно, в прошлом году мы получили такую высокую награду, потому что фонд президентских грантов, он в принципе довольно скуп на такие благодарности. У них нет даже своих ведомственных каких-то наград, то есть это, ну, прямо вот единицы получают такие, поэтому мы, ну, рады, что нас так отметили. Ну и важно понимать, что это результат комплексной работы не только нас, как Министерства по делам молодежи и социальной коммуникации, но и, конечно, самих участников грантовых конкурсов некоммерческих организаций. Потому что мало только написать заявку и выиграть, это надо еще хорошо реализовать и хорошо отчитаться. Это крупные средства, и хорошо отчитаться это очень сложно, и наши некоммерческие организации взаимодействие с нами, с ресурсными центрами очень хорошо реализует проект, на мой взгляд, и достаточно хорошо отчитывается, и поэтому не меньшая заслуга в этом и самих победителях грантовых конкурсов. Мгм. Вы вот вначале упомянули, что завершился недавно прием заявок на гранты главы Якутии. Сказали, что рекордное количество Да. было заявок. Вот насколько рекордное, насколько оно увеличилось, какие направления Ну, популярные? в прошлом году, например, у нас был два раза проводился конкурс, и там более 400 было. В этом году у нас только за один конкурс было подано 414 заявок. Вот, 414 заявок — это довольно-таки, ну, на самом деле, для... Ну, то есть в 2 раза больше получается, грубо говоря. Ну, грубо говоря, где-то, да, в 1,5 раза больше, да, вот. И самое популярное направление, естественно, это у нас патриотическое воспитание, там было 62 заявки, вот. Естественно, у нас это молодежная политика, тоже всегда популярна.
У нас популярные также были направления, которые связаны с семейными, поддержки семьи, материнства и отцовства. Также были проекты. И еще у нас какие были Активно спорт, как по мне, спорт очень спорт, много заявок да, было, по и спорту. охрана окружающей среды не менее находится в лидерах. ну и культура. Культура, ну, Да, и культура по, классика, да. по Культуре культуре, всегда да, много очень заявок. много довольно-таки заявок. Ну, это вы почти все направления перечислили. Нет, всего 16 направлений. всего 16. Да, Всего назвали, 16. наверное, 6-7. Мы 6 самых таких, да. А популярные направления как-то изменились по сравнению с прежними годами? Или нет? В целом нет, потому что гранты главы у нас формируются из тех госпрограмм, которые их финансируют, а названия госпрограмм не меняются Ну, особо. а вот заявка, в смысле, А, ну, по заявкам популярность. по- Ну, актуальность повестки, конечно, региональная, федеральная, она играет да. определенную роль, но так или иначе, здравоохранение, образование и патриотика это всегда были лидерами, вне зависимости от того, какие ситуации происходят за дверьми. по ним всегда было да, много по ним заявок. всегда много, потому что это всегда актуальный. Ага, вот вопрос от телезрителя. Глава сам выбирает хоть один грант, который ему понравился? Может быть, Ну, потом как-то встречается с инициаторами? Ну, смотрите, у нас такая система, что у нас существуют независимые эксперты. Это целый такой институт. Мы их отдельно обучаем, приглашаем федеральных экспертов. Сейчас они у нас проводят тестовую настройку, и у них закреплен федеральный куратор. Это будет отрабатывать 40 человек по всей республике. Они из разных слоев общества, из разных профессий, специально наиболее компетентные люди. С этого года мы гордимся, что мы наконец-таки будем им оплачивать их труд. То есть это не просто общественная нагрузка, это уже более профессиональная деятельность. Вот. И ваш проект будет оценивать 2 эксперта, и оценка по нему это среднеарифметическая. Потом, естественно, по итогу мы подаем все эти списки главе, и отдельно глава проводит встречу с победителями проектов. Она у нас всегда будет. Мы ее рассчитываем провести также в июне, и глава с победителями, естественно, встретится. Но отбирают эксперты. Отбирают эксперты. Да, независимые. Это как фонд президентских грантов, гранты президентские, но президент, естественно, не выбирает, выбирают эксперты. Так же и у Ну, он нас. так или Да, иначе ознакомливается, и так или иначе Да, естественно. он соглашается, во всяком случае, с независимой оценкой экспертов. И, Нет, ну не конечно, то, что он там сам результат- сидит и выбирает, результат, вот это мне да, понравилось. Такого нет. Вот в этом году общая сумма грантов главы была увеличена. Да. Вот, намного ли увеличена, и значит ли это, что теперь они на большие суммы могут претендовать, или просто количество победителей увеличится? Да, ну, увеличено достаточно существенно, на мой взгляд, потому что бюджет республики выделил более 15 миллионов дополнительно. Вот, плюс еще мы получили хорошее софинансирование в ежегодном конкурсе Фонда президентских грантов среди регионов, где также смотрят активные регионы, и по этому конкурсу мы подаем заявку, и там нам дается софинансирование. То есть, еще из Фонда президентских Да, грантов. то есть вот республика нам дала 69, плюс дал фонд президентских грантов, оттуда появилось 117. То есть из этих 117, 69 это республика, а остальное все фонд президентских грантов нам дал по конкурсу. То есть мы конкурировали со всей Россией. Вот. В прошлом году у нас бюджет был 97 с копейками. 97 миллионов, Да, то есть 97,5 вы видите, есть, да, на есть. 20 миллионов увеличение. Естественно, увеличенное, вот как возвращаясь к вашему вопросу про актуальность, наиболее лимит увеличены в тех направлениях, которые популярны, где всегда много было заявок и которые актуальны. Вот. Но мы видим, что и растут аппетиты, скажем так, подающих заявки, потому что вот я запомнил сумму, что в этом году из 114 заявок они запросили на свои идеи софинансирование в размере более 540 миллионов рублей. То есть по факту мы можем выделить только каждый 5-й рубль. Вот. У нас 117 миллионов, а вот по конкурсу запросили 540. Ну и тут надо отметить, что особенность конкурса у нас, во всяком случае, в том, что у нас нет определенных ограничений по подаваемой сумме заявки. Да. То есть заявки нет ограничений по сумме, и в рамках направления, которые они подаются, в рамках суммы направления, они могут, в принципе, податься на всю сумму. И поэтому участники начали чувствовать к возможности и, конечно же, участвовать в рамках этих самых сумм. То есть, например, если у нас лимит там по патриотике 14 миллионов, вы можете написать мегапроект какой-то дальневосточный или с целью охватить всю республику на все 14 миллионов. Если по мероприятиям, связанным, например, с
профилактикой преступлений среди несовершеннолетних у нас 4 4 миллиона, вы ограниченной суммой в 4 миллиона. Если у вас там проект по профилактике, например, коррупционных правонарушений, у вас лимит 1 миллион. То есть выше лимита вы прыгать не можете. Можете меньше запросить, но не выше. Как-то сумма полученная, она зависит от суммы заявленной? То есть вот есть ли тут такая хитрость, что типа попрошу я 5 миллионов, 3 дадут, а попрошу 3? Нет. К сожалению, такого нет. Нет, тут скорее всего зависит от того, насколько ваш проект хорошо написан, потому что в каждом направлении будет свой рейтинг. Насколько обоснован? Да, насколько обоснован, да, свой рейтинг. Естественно, тот, кто первый, он получает всю сумму. Второй проект, если лимитов хватает, тоже всю сумму. И так далее, пока не остаются остатки. И, грубо говоря, если там у вас 5-й проект, и у вас осталось, вы просили 600 тысяч, а в лимите осталось только 300, тогда уже на вас выходят и говорят, что вы можете сократить свой проект и получить от гранта главы только 300, потому что в вашем направлении вот остаток только 300, потому что вы заняли, например, там 7-е или 8-е место. Ага, то есть такого нет, что вот 5 победителей, между ними там делится пропорциональное Не-не-не. количество Ни в коем заявок. разе такого у нас точно нет. Мы все-таки сторонники того, что качественные проекты должны, конечно, и, соответственно, реализовываться и поддерживаться. Если раньше участнику конкурса нужно было представить проект лично, то в последние несколько лет используется платформа OneClick. Якутия вот вроде бы удобно, а с другой стороны, ну, при личной презентации все-таки как-то легче обосновать. Ну, и да, и нет, скажем так, потому что удобство дистанционной формы все-таки мы пытаемся сгладить то, что республика большая, не надо ехать в Якутск, подавать документы, стоять в очереди в кабинетах, а так и было это до 2020 года. То есть всего лишь не так 3 года тому назад оно так и было. То есть Пандемия научила нас, да? Да, да. Да, и не только пандемия, все-таки и энерго, и финансово, и физически затратно все-таки вот так вот бумажно приносить. И это, у нас бывали случаи, что вот во время, ну, во всяком случае, не в опыте региональном, но в федеральном опыте было, что вот люди не могли защитить проект очно, зато на бумаге проект идеальный. И это тоже сглаживает определенные углы, когда участник, в принципе, готовит хорошую заявку, но у него нет навыков таких, чтобы защищать, например, проект. То есть он может быть хорошим организатором, но не иметь ораторских навыков. Такое тоже, к сожалению, возможно. Ну и потом территориально все-таки играет огромную роль. У нас Арктика раньше не могла приехать подать заявку, например, или им надо было направлять местным своим представителям, чтобы они подавали заявку. А тут все возможности равны, а интернет, благо, сейчас практически во всех районах есть. А эксперты, они знают, кого они оценивают? Или для них там все под номерами зашифровано? Не, у нас все заявки под номерами. Да, эксперты, они могут выбрать только те направления, которые им предпочтительны. То есть, если я считаю, что я больше компетентен в экологии и там в спорте, мне пойдут заявки точно по экологии и спорту. Но именно персоналии они видеть не будут. И тут надо отметить важный момент, если все-таки попадается заявка, где его знакомый, или заявку, которую он так или иначе консультировал или знаком лично. В тексте. Да, в тексте. Он отказывается от этой заявки ввиду его знакомства, и, собственно, проект этот заменяется. И пока за все эти конкурсы не было ни одного случая, чтобы эксперты переоценивали заявки чисто из-за того, что они там знакомы или что-нибудь такое. И на это как раз-таки у нас есть федеральный куратор, который, собственно, за этим следит, чтобы и баллы были более-менее равные, и чтобы оценки все были объективны. А вот к этим НКО, которые, ну, мы же говорим про НКО, да, на гранты главы подается, к ним есть какие-то требования? Или они, ну, могут быть зарегистрированы вот только, или они должны Базовые работать? требования, да, кстати, хорошо сказали. Особенность нашего регионального конкурса, что в отличие от федеральных конкурсов, мы не требуем полгода обязательной регистрации. То есть они могут быть только зарегистрированы, но главное, ну, соответственно, если они имеют уже НКО с историей, и у них не должно быть налоговой задолженности, они не должны быть в процессе ликвидации, реорганизации, и они не должны иметь задолженность по иным субсидиям, платежам из бюджета республики. Ну, вот такие. Это вот достаточно, чтобы пройти первый этап.
Да. Ну, то есть можно НКО создать и подать. Да. Ну, у нас и были такие О, случаи, да. буквально за неделю, И за выигрывали? день, за два. И выигрывают хорошо. Потому что вот у нас был съезд ассоциации ТОС буквально недавно, и общались с коллегами с Министерства юстиции, территориального представительства в Якутске. Они сказали, что из-за нас они сидят до 10 вечера, потому что у них очень большой наплыв по регистрации НКО. Не, ну это и не в том смысле, что вот специально конкурсы регистрируются, просто иногда люди понимают, что это возможность для того, чтобы решить определенные социальные проблемы. Это, можно сказать, такая еще дополнительная мотивация узаконить свой статус. Потому что вот гранты главы отдельно мы же проводим еще для территориальных общественных самоуправлений, для ТОСов. И если там не было бы отдельного критерия о регистрации в Министерстве юстиции, то, возможно, ТОСы бы так и не активно не регистрировались. Но мы видим, что статистика растет, и ТОСы регистрируются либо хотя бы в своих муниципальных администрациях, либо в Министерстве юстиции. Поэтому это подстегивает узаконить свой статус. А вот про ТОСы, кстати, подробнее хотелось бы. Что это, ну, что это вообще такое и ну, зачем его создавать вообще? Ну, на самом деле, ТОСы в Якутии, наверное, очень сильны, и они очень популярны, известны. На самом деле, сейчас в Якутии более 940 ТОСов, это у меня информация по март месяц. Из них все зарегистрированы в администрациях, и 40 зарегистрированы в управлении Министерства юстиции по Республике Саха-Якутия. Вот. Они имеют такой двоякий статус. С одной стороны, они у нас являются такой формой общественного самоуправления на местах. С другой стороны, они те же самые НКО, но тоже на местах. То есть мы с помощью этого конкурса даем возможность реализовать свои общественные инициативы и идеи. В прошлом году была специальная программа в честь столетия ЕССР, и там было заложено 17 миллионов. И мы провели вот такой вот первый конкурс именно в честь столетия ЕССР, там, где были отдельные направления именно по развитию и сохранению родных языков, по краеведению, туризму. Естественно, по молодежному направлению там были отдельные мероприятия, и различные там по спорту были направления. Потом мы спросили и получили поддержку республики. Этот конкурс стал ежегодным, 17 миллионов. Плюс ввели новые направления, которые актуальны очень для муниципалов, такие как, например, благоустройство и поддержка людей с ограниченными возможностями. Это появились два новых направления в конкурсе. И в этом году мы его снова провели. Он проводится в три этапа. Сначала мы его проводим среди районов, потом районы проводят среди администраций поселений, наслегов, и потом они уже напрямую проводят ТОСом. То есть мы вот в феврале провели свой первый этап и ожидаем, что в мае администрация уже среди ТОСов проведут конкурс, и получается с июня ТОСы приступят к реализации своих проектов. То есть сначала вы выбираете те районы, которые... Те районы, где наиболее активно гражданское сообщество, активны ТОСы. Мы также смотрим на то, как район поддерживает свои НКО. Мы смотрим их муниципальные программы. Например, вот эти 17 миллионов благодаря муниципальной программе поддержки в этом году превратились в 24 миллиона за счет софинансирования с районов. То есть это тоже такой стимул, чтобы районы активнее обращали внимание на своих активных граждан. А что делается за счет них? Вот? Ну, они именно за счет этих Да, денег, за счет этих денег, да, вот реализуются различные проекты. Опять же, это могут быть проекты по тем направлениям, которые отражены в конкурсе, как я уже там перечислил. То есть это может быть туристический маршрут, спортивная площадка. Благоустройство сквера какого-нибудь, да. До установки пандусов различных, или Да. же проведения каких-то событийных мероприятий, или же Съездов, улучшения слетов. качества дорог и так далее. Там То есть очень много проектов. спектр очень широкий, Да, проектов достаточно очень много. Давайте вот про какие-то яркие примеры приведем победителей грантовых конкурсов прошлых лет. Давайте проведем. Ну, мне на Вот память, хочется прямо какой-то. на память, например, добровольная таких пожарная дружина из Хангавасского улуса, тут что недалеко. В принципе, ребята на хорошую сумму заявились, по-моему, где-то на 900 тысяч, купили машину, технику, и у них теперь есть такая добровольная пожарная дружина.
Ух ты. Вот, да. Да, в принципе, в исключительных случаях, да, такое разрешается. Да. Собственно, продолжая тему пожаров, в прошлом году у нас выиграла общественная организация, автономная некоммерческая организация по борьбе с лесными пожарами и их последствиями. Буквально вот благодаря ним, ну, лично, как по мне, благодаря ним у нас очень много лекций проведено, и, собственно, и работа по противодействию пожарам была улучшена. Можно отметить ТОС Героев ВОВ города Якутска, это Гагаринский округ, у них проект был очень классный по откачке талых вод. Уже получаем хорошие отзывы касательно того, что люди, уровень жизни населения непосредственно в этом территориальном самоуправлении начал улучшаться, потому что их уже как минимум не затапливает. И сейчас это достаточно актуальная тема, как мне кажется. Ага, ну с ТОСами понятно, а вот если в целом про гранты какие? Нет, ну Яркие это как раз истории. гранты главы. Да, если в целом про гранты, не знаю, ну мы вот в вашем прекрасном павильоне снимаемся, а тут рядом, где библиотека Пушкина, есть такая надпись, которая вот как раз по софинансирование получилась Фонда культурных инициатив президентского, и она была презентована совсем недавно, в ноябре, по-моему, да? Да. Ага, она как она там, к чему была приурочена? По-моему, к столетию СССР тоже. Столетию Да, к СССР, да. столетию То есть, СССР. если вы проходите мимо библиотеки имени Пушкина, вы можете обратить внимание, там такие большие буквы, светятся надписи, и этот весь культурный арт-объект, он был построен как раз за счет гранта с Фонда культурных Табун инициатив. неизвестных лошадей тоже получал Вот. финансирование с фонда президентских грантов в свое время, в 2017 году. На котором, мне кажется, многие граждане ездили фотографироваться, да, тоже не Поэтому так недалеко. ярких проектов достаточно много. А можете пояснить вот разницу между грантом и субсидией? Вот деньги получены в качестве гранта и в качестве субсидии. Вот какая? Ну, если не как- вдаваться какая- в более такие юридические тонкости, то грант, Принципиальная разница какая-то грант есть? он всегда на конкурсной основе и идет на общих основаниях. Субсидии мы понимаем, что бывают целевые субсидии, прямые субсидии. То есть тут более узкий круг участников. Даже если субсидия предоставляется на конкурсной основе, то круг участников очень узкий и тематика определенная всегда заложена. А мы, как мы уже говорили с вами, у нас по грантам 16 тематик, и внутри каждой тематики еще, 16 направлений, внутри каждого направления еще больше тематик. По 5-6 тематик. Да, по 5-6 минимум. тематик. То есть более 100 тематик, и там каждый может найти, наверное, свое, что ему интересно и так далее. С субсидиями нет такого, потому что субсидия всегда идет по одному направлению и очень узкий круг. И субсидии всегда нацелены на какой-то определенный четкий результат, а у нас в целом на улучшение каких-то определенных, на решение каких-то определенных Да, то общих есть социальных вы как проблем. заявитель, видя проблему, вы можете сами определять, как вы ее решите. То есть вы можете создать, как вот с вашим примером с парикмахерской, что-то такое фундаментальное, материальное, а можете провести просто обучение для всех парикмахеров разовое и разойтись, как говорится. То есть тут вы уже сами выбираете, как решать ту или иную социальную проблему. Мгм. В начале марта в Якутске состоялся гражданский форум «Человек труда. Новые вызовы и возможности», посвященный году труда. Вот что это были за площадки? Кто там? Ну, Гражданский форум – это всегда такая площадка, где приезжают люди со всех районов республики. У нас всегда отдельно проводится более 5 площадок. В этом году их было 6. У нас в республике год труда. Естественно, отдельно была площадка по труду. Естественно, год наставника и педагога тоже был отдельно отмечен про достойное образование. И также мы всегда, как министерство, отдельно проводим площадку для некоммерческого сектора. К нам приезжал, всегда приезжают уважаемые эксперты. В этом году приезжала Светлана Геннадьевна Маковецкая, которая руководит центром «Грани» и на самом деле очень сильно консультирует все некоммерческие организации и даже депутатов Госдумы, которые работают в этом секторе. Вот. Поэтому на самом деле ее советы и ее возможность, та возможность, которую мы дали для наших НКО, что они целый день могли у нее обучаться, это, мне кажется, очень бесценный опыт они получили. Вот. И по итогам, как всегда, у нас было пленарное заседание с
с участием главы республики, где были также подведены итоги конкурса ТОС, отмечены лучшие районы, и также там были затронуты вопросы, которые касаются, наверное, развития всего гражданского общества всей республики, отмечены векторы развития, проблемные точки, ну и даны рекомендации, в том числе нам, органам госвласти. Ну и последний вопрос. Где можно следить за информацией о грантах, чтобы получать ее своевременно? Ну, есть телеграм-канал Министерства молодежи, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Там можно найти. Есть у нас группа НКО Якутии, там можно отдельно по НКО найти. И У нас ВКонтакте у нас есть ВКонтакте, да, мы социальные. также присутствуем. Ну и портал «Гранты главы». Мы периодически выкладываем туда основные грантовые конкурсы. Можно заходить туда и смотреть. Мгм. А для тех, у кого перебои с интернетом? А для тех, у кого Ну, перебои... наши телефоны всегда есть Да. на сайте министерства, мы всегда на связи, мы всегда 507 открыты. 123. Да, в рабочее время всегда звонки принимаем, особенно в период грантовых конкурсов, это бывает и в дни рабочее время, во всяком случае на конкурс грантов главы до 11 Ну ночи что ж, мы работали. спасибо вам большое. Желаю всем участникам в конкурсах гранта успехов в ваших начинаниях. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.